Это одно из иссыкульских предприятий электрических сетей. Обслуживает несколько районов. Энергетики повсеместно ведут ремонтные работы. Так сказать, уже сейчас начинают подготовку электролиний к зимнему периоду. На службе находится несколько единиц спецмашин. Имеющийся автопарк уже отработал не один десяток лет. Не помогает ни ремонт, ни обслуживание. Тазабек Абдразаев в энергосистеме работает уже больше 30 лет. На этой неделе получил в распоряжение новенькую спецмашину. Теперь, говорит, удобно, комфортно и надежно, особенно когда бригаде нужно выезжать в горную или же тяжело проходимую местность. Почти 80% имеющейся техники у нас уже давно устарела. Мы устаем ее ремонтировать, она постоянно ломается. Это, конечно же, отражается на качестве работ. Потому не можем вовремя доехать до места, где случается авария на электролиниях. Поступление же этих машин, конечно же, улучшит нашу работу. Машина комфортная, здесь имеется кондиционер, а зимой есть автономная печь. Бригада зимой работает в суровых условиях, тепло необходимо. Она оборудована всем необходимым и вместительная. Выезжает полная бригада из 7 человек. Таких машин в распоряжение предприятия поступило 2, а также 2 экскаватора. Обновление автопарка мы ждали давно. Это большая помощь для работы энергетиков. У нас довольно большой участок обслуживания, несколько районов и есть тяжело проходимые места. До некоторых сел зимой иногда не добраться. В этом случае нам поможет экскаватор. При ремонтных работах тоже будем его использовать. В целом же в этом году энергетикам будет передано 76 единиц новой спецтехники, на что из собственных средств НЭСК выделено 359 миллионов сомов. На этой неделе поступила уже вторая партия из 29 машин. Ключи вручал глава Кабинета министров Акылбек Джапаров. Последние годы в рамках реформ были объединены распределительные компании, в результате чего расходы компаний были использованы на приобретение спецтехники. Появились возможности обновить материально-техническую базу в энергетике. Многое оборудование энерголинии давно изжили свой срок, они не выдерживают высокого напряжения. Для решения этой проблемы наш президент поставил приоритетную задачу – создание условий труда для электриков. Мы провели реформирование энергоотрасли. Кыргызстан закупает новую технику на собственные средства. Ни один сом не взят в кредит. Тот факт, что государство начало закупать оборудование и технику за свой счет, говорит о том, что мы идем по пути развития. А закупали новую технику в России. Она специально разработана для высокой проходимости в горной местности, полностью укомплектована всем необходимым для работы энергетиков. Помещается целая бригада в количестве 7 человек. Для работы зимой есть автономная печь, в летний период есть кондиционер. Регион у нас, как говорится, горный. Проходимость должен быть автотранспорта, как бездорожье, она должна всегда проезжать. В плане национальной электрической сети и вообще у энергетиков это обновление устаревшей техники. У нас на сегодняшний день есть еще, ездит до сих пор 70-е, 80-е, это ГАЗ-53, ЗИЛ-130, даже есть ГАЗ-66, УАЗы старые, вы сами прекрасны. Там зимний период действительно холодно. В числе поступившей спецтехники и 10 экскаваторов, они также будут распределены по регионам. Кроме этого, в 2023 году наша компания планирует, внутри там у нас будут такие же бригадные автомашины, экскаваторы, гидроподъемники, автовышки и манипуляторы будут у нас в количестве 76 штук.